Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Начинается хадж. Десятки тысяч паломников уже прибыли в Саудовскую Аравию. Службы безопасности страны уверяют, что очень хорошо подготовились, и в этом году все должно пройти без серьезных происшествий, и тем более без терактов. Мы сейчас делаем для безопасности паломников все, что в наших силах. Да поможет нам в этом Аллах. В Казахстане резко выросла угроза масштабных терактов. Местные террористы едва не угнали самолет и не устроили в республике повторение 11 сентября. Другая казахстанская группа пыталась взорвать парад Победы весной в Москве. Намеревалась совершить масштабные акты терроризма в городе Москве и на территории Казахстана, по примеру парижских событий. На казахстанско-кыргызской границе убирают решетки с загонов для людей, которые в народе называли Кордайским Освенцимом. Обычный паспортный контроль зачастую превращался в унизительную многочасовую процедуру прохода по металлическим коридорам. Неуважительного отношения, бесцеремонного отношения к гражданам обеих стран. Поток беженцев из Сирии и Северной Африки в Европу через море снова может достичь прошлогоднего максимума. В самой Европе население мигрантам уже не радо. Во Франции местные фермеры требуют сноса лагерей беженцев. Мы слишком сильно страдаем от этих мигрантов. Россия и Америка никак не могут поделить лавры славы уничтожителей Аль-Аднани, главного идеолога ИГИЛ. Военные обеих стран настаивают, что известного террориста уничтожили именно они. В самом ИГИЛ склоняются к тому, что их командира убили все-таки россияне. Американцы не верят. Россия в основном поддерживала своими бомбардировками режим Асада и почти никогда не пыталась отследить местонахождение лидеров ИГИЛ, тем более использовать высокоточное оружие против них. В Кабуле после 11 часов перестрелки был уничтожен последний боевик, причастный к серии взрывов в афганской столице. Напомним, за минувшие сутки в Кабуле произошло сразу несколько нападений. 2 взрыва прогремели рядом со зданием Министерства обороны. Погибли по меньшей мере 35 человек, включая нескольких высокопоставленных сотрудников службы безопасности. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан». 3-й взрыв прогремел в деловом квартале Кабула. Сразу после того, как смертник подорвал себя вместе с заминированной машиной в деловом квартале, началась перестрелка между его сообщниками и полицией. 3 боевиков забаррикадировались в офисе благотворительной организации Care International. Полиция и военные оцепили квартал и начали осаду. Всю ночь гремели взрывы и слышалась стрельба. Я спал у себя в лавке, когда рвануло. Выскочил наружу и увидел, что все окна разбиты. Посмотрите, во всех домах стекла повылетали. После серии терактов десятки пострадавших были отправлены в госпитали и больницы Кабула. Среди раненых и обожженных, как вы видите, есть и дети. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Комитет национальной безопасности Казахстана отчитался о предотвращении очередных масштабных терактов на территории республики и за ее пределами. По словам главы КНБ, задержанные террористы собирались угнать самолет и повторить 11 сентября в одном из крупных городов Казахстана. Так же, как утверждают спецслужбы, террористическая группа из Казахстана планировала устроить взрыв на Красной площади в Москве. Подробности в репортаже Айнур Коскиной. Всего 3 месяца потребовалось следственным органам Казахстана, чтобы расследовать дело шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешева, обвиняемого в подготовке государственного переворота. 6 июня, когда на западе страны в Актобе шла спецоперация по ликвидации группировки, совершившей вооруженное нападение на оружейные магазины и войсковую часть, многие казахстанцы впервые услышали имя пивного короля, который готовил наследственный захват власти в стране. 300 томов уголовного дела под грифом «Секретно» поступило в военный суд по уголовным делам. Всего же по нему проходит 25 подсудимых, среди которых есть и генералы в отставке, и действующие командиры войсковых частей. Самому Тулешеву предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений. Главное судебное разбирательство начнется 14 сентября. Оно пройдет в закрытом судебном заседании в связи с наличием сведений, относящихся к государственным секретам. По делу проходят 25 подсудимых и их адвокаты. Среди них Бахтыбаев Ильяс Жакопбекович, пенсионер, государственный советник юстиции 2 класса, и Доскалиев Хибратулла Ермекович, тоже пенсионер, генерал-майор полиции. Они обвиняются в пропаганде и публикации призыву к захвату и удержанию власти, а равно насильственном изменении конституционного строя Республики Казахстан.
Сегодня же в Комитете национальной безопасности озвучили итоги расследования актюбинских событий. Возбуждено 77 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Всего в суд будут направлены 30 подозреваемых, 9 террористов и 3 укрывателя. Следствием сделаны выводы, что акт терроризма произошел спонтанно, под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя Даиш, так называемого шейха Ад-Дани, о совершении вместе с Рамадан терактов в странах проживания. Представители Республиканского антитеррористического штаба также рассказали об участившихся случаях задержания последователей нетрадиционных религиозных течений. Подготовка нападения на российскую воинскую часть около города Балхаш, подготовка к угону самолета в Талдыкургане и совершение теракта по аналогии с 11 сентября в США, а также попытка нападения на высокопоставленных сотрудников силовых структур и представителей Духовного управления мусульман Казахстана. Это еще не весь список преступлений, пресеченных казахстанскими силовиками. Террористическая группа по заданию зарубежных террористов намеревалась совершить масштабные акты терроризма в городе Москве и на территории Казахстана, по примеру парижских событий в ноябре 2015 года. 5 человек из состава этой группировки задержаны в нашей столице и в последующем осуждены за участие в террористической деятельности. Среди них граждане Казахстана, России и Таджикистана. Другая ячейка из 4 граждан стран Центральной Азии была обезврежена в Москве российскими партнерами. Установлено, что преступники планировали совершить теракты в Москве во время празднования Дня Победы. Сотрудники национальной безопасности также предупредили СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации в ходе антитеррористических операций. Напомним, что 18 июля в самом крупном мегаполисе страны Алматы были совершены вооруженные нападения на сотрудников полиции, также признанные террористическими. Из-за отсутствия официальной информации о происходящем в социальных сетях и СМИ стала появляться непроверенная информация. Силовики решили всю ответственность за это переложить на рядовых граждан и журналистов. В отдельных случаях в информационных материалах присутствовали элементы домысла, комментарии недостоверных источников, сомнительного происхождения видеоролики и аудиозаписи, носящие по сути провокационный характер и вызывающие неоднозначную реакцию населения. По этим фактам органами внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, присмотренные статьей 274 «Это распространение заведомо ложной информации» Уголовного кодекса Республики Казахстан. После так называемых террористических нападений в Казахстане разработаны и вносятся в Мажилис парламента 7 законопроектов по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, укрепления информационной безопасности страны. По мнению экспертов, после принятия парламентом новых законов и поправок законодательство Казахстана, возможно, будет ужесточено. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова. Путин возложил цветы к могиле узбекского президента, похороненного у исторического монумента Шахи-Зинда. Российского президента сопровождал премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев. Владимир Путин возложил букет красных роз и преклонил колено. Он также лично выразил соболезнования супруге Каримова и его младшей дочери. По мнению некоторых наблюдателей, Путин прилетел в Самарканд не только для того, чтобы посетить могилу Ислама Каримова. Узбекская редакция «Радио Свобода» Озодлик приводит слова блогера и журналиста из Узбекистана Алексея Волосевича, согласно которому для российского руководства очень важно прощупать почву относительно преемника на узбекский престол. И, разумеется, очень рассчитываю на то, что все, что было заложено президентом Исламом Ибрагимовичем Каримовым, будет продолжено. И мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, чтобы поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете на нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей. Казахстанские пограничники приступили к демонтажу металлической клетки, через которую ежедневно были вынуждены проходить граждане Казахстана и Кыргызстана, чтобы пересечь границу между республиками. В разгар лета в этом узком коридоре на многие часы нередко застревали сотни туристов. Пограничная служба Казахстана пока не комментирует, почему было принято решение разобрать решетки. Шавкат Тургаев с подробностями. Это КПП на границе между Кыргызстаном и Казахстаном в начале августа. Толпы отдыхающих возвращаются из Иссык-Куля. У казахского пропускного пункта образовалась пробка из сотен людей. Женщины с детьми на руках, старики, уставшие, обозленные, все они застряли в железном вольере и ждут по несколько часов, чтобы пересечь границу. Чуть-чуть осталось, давайте. С 4 до 8 стояли здесь.
Сегодня на границе нет нескончаемых очередей, но только лишь потому, что турсезон на Иссык-Куле завершился. Хотя претензии к казахским пограничникам у самих казахстанцев все равно остались. Я здесь езжу почти каждый день, кроме воскресенья. И вот отношение ребят, пограничников Кыргызстана, прекрасные, доброжелательные и вообще, нет никаких претензий. И утром, и вечером. Без проблем. Легкость и туда, и сюда. А соседние таможни – это тяжеловатый рейс. Больше всего люди жаловались на металлический коридор, уже прозванный в народе кордайским Освенцимом. И пограничная служба Казахстана вроде бы прислушалась к зову народному и даже приступила к демонтажу металлической конструкции. А вот там, говорят, вот эта клетка, которая была, да? Ну да, она и сейчас есть. Ну, ее сейчас уже, говорят, демонтируют и убирают. Ну, как бы да. Говорят, что будет лучше. Надеемся, да? На лучшее, да. Возможно, шевелиться казахских погранцов заставила реакция главного правозащитника Кыргызстана Кубата Отурбаева. Омбудсмен тоже простоял в очереди несколько часов, а потом поручил своему аппарату написать письмо президенту Атамбаеву и уполномоченному по правам человека Казахстана с просьбой разобраться в ситуации. Наш омбудсмен был в поездке и лично пересекал границу в пограничном пункте Кордай. И та ситуация, с которой он столкнулся на этом пункте, вынудила его обратиться к президенту Кыргызской республики, как лидеру нации, как гаранту конституционных прав человека. Он стал свидетелем неуважительного отношения, бесцеремонного отношения к гражданам обеих стран. Как эти люди, и беременные, и дети, и пожилые, находились в железной клетке. Действительно ли власти соседней республики решили навести порядок на своем КПП, неизвестно. На наш запрос прояснить ситуацию в пограничной службе Казахстана пока не ответили. Но граждане обеих стран надеются, что в ближайшее время переход из одной стороны в противоположную станет комфортным. Шавкат Тургаев, Алишер Муталипов. Настоящее время. Далее в программе. Поток беженцев из Сирии и Северной Африки в Европу через море снова может достичь прошлогоднего максимума. В самой Европе население мигрантам уже не радо. Во Франции местные фермеры требуют сноса лагерей беженцев. Мы слишком сильно страдаем от этих мигрантов. Россия и Америка никак не могут поделить лавры славы уничтожителей Аль-Аднани, главного идеолога ИГИЛ. Военные обеих стран настаивают, что известного террориста уничтожили именно они. В самом ИГИЛ склоняются к тому, что их командира убили все-таки россияне. Американцы не верят. Россия в основном поддерживала своими бомбардировками режим Асада и почти никогда не пыталась отследить местонахождение лидеров ИГИЛ, тем более использовать высокоточное оружие против них. Тысячи паломников устремились в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. В этом году он пришелся на первые дни осени. Службы безопасности страны заявляют, что предприняты максимальные меры безопасности и надеются, что в этом году хадж пройдет без чрезвычайных происшествий. Мы действительно готовы принять всех гостей и обеспечить наивысший уровень безопасности во время их пребывания в нашей стране, до тех пор, пока они не уедут в свои страны. Мы сейчас делаем для безопасности паломников все, что в наших силах. Да поможет нам в этом Аллах. Вы видите кадры прибытия паломников со всего мира в Саудовскую Аравию. Буквально с каждым часом их число увеличивается. И в пик хаджа оно может достичь нескольких миллионов человек. А это кадры, которые распространяют саудовские службы безопасности. На них учения местных спецслужб по обеспечению порядка в районах мусульманских святынь и ликвидации последствий ЧП. Ежегодно во время хаджа возникают ситуации, при которых гибнут сотни людей. Также в период хаджа на территории Саудовской Аравии нередко происходят теракты. Президент России Владимир Путин после не очень удачных личных переговоров с президентом США Бараком Обамой в Китае все же надеется, что Россия и Америка смогут заключить так называемую сделку по Сирии, после которой планировалось полное прекращение огня в этой стране. В отличие от своего американского коллеги, заявившего, что пока соглашение откладывается из-за взаимного недоверия, Путин настроен более оптимистично. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Но некоторые технические вещи нужно доработать. Если Керри Лаврову удастся это сделать, значит, мы еще сделаем один шаг вперед по проблемам сирийского регулирования. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Владимира Путина в межсирийском урегулировании сейчас является решающей, и переговоры останавливать нельзя.
Я считаю, что российский президент Владимир Путин имеет большое влияние на то, дойдет ли до режима прекращения огня или временного режима прекращения огня, чтобы можно было оказать гуманитарную помощь людям в Алеппо. Это крайне необходимо. Я указала на это в разговоре с ним. А это новые кадры из восточного Алеппо, которые распространяет агентство Рейтер. На них ожесточенные бои сирийской армии с боевиками Джабхат ан-Нусры. Накануне правительственные телеканалы Сирии и мировые СМИ, включая Рейтер, сообщили, что армии Асада удалось полностью разгромить силы ан-Нусры на юго-востоке Алеппо и снова замкнуть блокадное кольцо вокруг восточной части города. Как вы видите, это не совсем так. Сирийские правительственные силы с трудом преодолевают сопротивление боевиков. Как сообщается, стороны по-прежнему несут очень большие потери в людях и боевой технике. Между тем разгорелся большой скандал между российскими и американскими военными по поводу уничтоженного на прошлой неделе главного идеолога ИГИЛ Аль-Аднани. Американцы первыми заявили, что именно им удалось убить Аднани при помощи боевого беспилотника в местечке Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. В ответ российское командование заявило, что лидер ИГИЛ был убит российским авиаударом в самом городе, а вместе с ним были уничтожены еще 40 его сподвижников. На что в Пентагоне выразили недоумение. Заявление России – это шутка. Однако российские военные продолжали настаивать на том, что известного террориста уничтожили именно российские летчики по наводке российских же спецслужб, действующих в Сирии, и публично обвинили американских коллег в незнании оперативной ситуации в Сирии. Вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся? Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани – шутка, единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения. Сегодня скандал вышел на официальный уровень, и спор прокомментировал представитель Пентагона Питер Кук. Он использовал примерно такие же обвинения в некомпетентности, только уже в адрес России. У нас нет никакой информации, подтверждающей заявление России, что это якобы они уничтожили Аль-Аднани. Я просто хотел бы отметить, что с самого начала своей военной кампании в Сирии Россия в основном поддерживала своими бомбардировками режим Асада и почти никогда не пыталась отследить местонахождение лидеров ИГИЛ, тем более использовать высокоточное оружие против них. Если что-то в последнее время изменилось, это было бы очень хорошо. Но у нас, повторюсь, нет никакой информации, которая бы это подтверждала. Тем временем в самом ИГИЛ подтверждают скорее российскую версию, чем американскую. Информационное агентство «Амак», связанное с группировкой, сразу после гибели Аднани опубликовало информацию, что он погиб внутри самого Алеппо, как утверждают россияне, а не за его пределами, как заявляют американцы. С каждым днем вновь нарастает поток мигрантов через Средиземное море из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу. Эксперты опасаются, что он может достичь прошлогодних максимумов и привести к очередному гуманитарному кризису. Сотни лодок с мигрантами ежедневно пытаются пересечь Эгейское море, но больше всего беженцев плывет из Ливии в Италию. Итальянские военно-морские силы опять заявили, что только за сутки им удалось спасти более 2700 человек. Военные моряки Италии сообщают как минимум о 15 погибших и большом количестве больных людей из числа спасенных. Вы видите кадры, как итальянская береговая охрана отправляет на вертолетах в итальянскую больницу одного из беженцев, у которого предполагают тяжелое инфекционное заболевание. В Эгейском море лодки с мигрантами встречают волонтеры. Они раздают сирийцам, а в основном попасть в Грецию пытаются именно они, спасательные жилеты. Также волонтерские организации направляют суда мигрантов к военным греческим кораблям. Тем временем в самой Европе мигрантов, судя по всему, больше не ждут. Во Франции начались массовые протесты фермеров против лагерей беженцев. Десятки водителей грузовиков и тракторов в понедельник вышли на акцию протеста во французском городе Кале. К ним присоединились местные жители и портовые рабочие. Участники акции требуют сноса лагеря беженцев, растущее число которых, по их мнению, создает угрозу безопасности и местной экономики. Подробности в репортаже Рейтер.
Водители тракторов и грузовых автомобилей в понедельник заблокировали автотрассу в Кале, ведущую к Евротоннелю. Таким образом, они решили выразить свой протест против бездействия властей, которые, по их мнению, недостаточно делают для решения проблемы беженцев. К митингующим присоединились также работники порта и многие жители Кале, говорит один из местных предпринимателей Матье. Мы здесь, потому что нам нужны радикальные перемены. Правительство обманывает нас и ничего не делает уже года полтора, даже больше. Приезжал министр внутренних дел, но это иллюзия. Он пообещал снести лагерь, но не назвал точную дату. Так что все это чепуха. Сегодня мы перешли к реальным действиям. Год назад, когда мы блокировали порт, Англия теряла по 350 миллионов евро в день. Возможно, если мы снова так повлияем на экономику, то нас услышат. Во временных лагерях в Кале растет число мигрантов, пытающихся всеми возможными способами попасть в Великобританию. Несмотря на усиленную охрану и появление железных ограждений, некоторые из них умудряются забраться в грузовые машины, рассказывает глава профсоюза дальнобойщиков Давид Саньяр. Мы слишком сильно страдаем от этих мигрантов. Мы не против них, мы понимаем всю глубину трагедии, в которой они оказались, но при этом мы хотим иметь возможность нормально работать. Протестующие обещают продолжать акцию до тех пор, пока власти не назовут им точную дату сноса лагеря беженцев. На улицах Сиднея появилась кочующая кондитерская. Там продают самый популярный арабский десерт кнафе под пение самих кондитеров. Они собираются несколько раз в неделю, чтобы порадовать своих поклонников полюбившимся десертом и особой атмосферой. Поющие бородатые кондитеры кочуют из одного района Сиднея в другой и на глазах публики готовят едва ли не самый известный десерт арабской кухни – кнафе. Сладкое блюдо дало название и всплывающему кафе. Кухня и торговый зал располагаются в транспортном контейнере. 4 раза в неделю Фейди, Мазан, Мишель и Ральф собираются вместе, чтобы готовить кнафе по рецепту матери-основателя и креативного директора заведения Амира Эль-Иссы. Сладкое угощение оказалось настолько популярным в семейном ресторане Эль-Иссы, что он и команда поющих братьев-бородачей решили превратить десерт в уличную еду. Все, что вы хотите найти в сладком блюде, есть в кнафе. Нам нужен определенный набор ощущений. Что-то хрустящее, мягкое, влажное и сладкое. Кнафе отвечает всем этим запросам. У него хрустящая корочка, сочная творожная сердцевина. Мы добавляем дробленые фисташки и сахарный сироп. Так что, если говорить о вкусе и ощущениях на языке, в этом десерте есть все, что только можно пожелать. Клиентов кочующей кондитерской привлекает и сам десерт, и та атмосфера праздничного веселья, которую создают повара. Надя Кришнадия говорит, что ей нравится и десерт, и те, кто его готовит. Фантастика! Творожная прелесть и хрустящая корочка – мои любимые. Я всегда оставляю их напоследок, а ребята добавляют кайфа. У них тут как на джеме 90-х, и потанцевать можно здорово. Керри Кларк уже полгода подписана на аккаунт бородачей в Инстаграм. Пожалуй, именно благодаря этим парням я и узнала про кнафе. Пробовала его в некоторых других местах, но здесь лучше всего. По словам Амира Эль-Иссы, пение и танцы – чистая импровизация. Бородатые кондитеры ничего не придумывают и не репетируют заранее. В репертуаре только экспромты. Эль-Исса открыл еще одну всплывающую кондитерскую в Мельбурне. Его цель – глобальная экспансия, которая, по замыслу, должна начаться с Нью-Йорка. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.